Каждый год 16 марта Валерий Цкуя приезжает к мемориалу на Гумистинском мосту. Здесь увековечена память его родных, друзей и однополчан. Каждый из этих лиц он помнит как вчера. Двоюродный брат, это наш командир, это телемастером работал. Это был женатый только 2 дня. Сын родился, сын растет. Вот, все на глазах стоят вот эти ребята. Зураб Бебия, командир Валерия Цкуя, погиб в ходе мартовского наступления. Как говорят очевидцы, он сделал все, чтобы не попасть в плен. Зураб, вы знаете, он на той стороне лежал речки. Ну, мы же родственники, я там не был. Говорят, он раненый лежал, и когда грузин начали подходить, он застрелился. Это много очевидцев. Застрелил себя, чтобы в плен не сдаться, раненый. Единственный сын Зураба Беби, узнав о гибели отца, отправился на фронт и остался там же. Приехал мстить, он учился в академии, Зураба сын. Когда Зураб погиб, он все, учебу оставил и приехал, и сам погиб. Все, двор закрыт, дом закрыт. Товарищ Валерия Цкуя, Томас Мишели, также участник мартовского наступления. Но телевизионной камеры избегает. В ходе военной операции в 1993 году он получил тяжелое ранение. Даже друзья с трудом узнавали его в те дни. Видели, какое его лицо перебитое, снаряд, нога, рука. Мы его на носилке поднимали, невозможно было его узнавать. Я не знал, кого мы поднимаем. Только потом все в кровище, понимаете, лицо перекошенное, там снаряд, там кости торчат. Когда в больницу привезли, лицо помыли, мы только узнали, что это мой сосед, мой, как говорится, односельчанин. Как рассказывает Закан Нанба, кавалер ордена Леона, в марте 1993 года абхазская армия была уверена в успехе операции. Вначале все говорило в пользу победы абхазской стороны. Никто не сомневался, что мы одержим тогда победу. Никто не сомневался. Но вместе с тем так получилось, что план есть план на карте, а реально на местности уже другая история. Сразу после того, как мы вступили в бой, сразу судьба показала, или война показала, как надо воевать. Мартовское наступление, как говорит Закан Нанба, стало уроком для абхазской армии. Кровавым, жестоким, унесшим жизни 222 человек, но уроком, после которого ход войны изменился. Да, мы потеряли 222 человека, молодых людей, которые вот здесь развешаны их портреты. Но это была огромная школа, жестокая школа войны. Самая жестокая была мартовская и июньская операция. Но в сентябре мы уже были на высоте. В сентябре те люди, которые вышли отсюда, с этой войны, в сентябре месяце, они уже были неудержимы. Нас в сентябре месяце ни одна армия не могла остановить наше наступление. Солдаты были достаточно хорошо вооружены и мотивированы. Проблемы были со связью, рассказывает Нанба. По большей части операция провалилась из-за отсутствия коммуникации. Средств связи у нас не было. Мы не могли управлять войсками. Я, будучи начальником штаба штурмовой группы Гудаутской, Замостянский край, так скажем, у нас была единственная рация, переходили через реку, она вышла со строя, и мы голосом только управляли. Как рассказывает Батал Габеля, из-за отсутствия связи были случаи, когда стреляли по своим. Как он вспоминает, вовремя не пришла подмога. Противник не был силен так, чтобы не было шансов одолеть его. Было такое, что стреляли друг в друга, потом как-то узнавали по голосам, криками. Враг сперва, он вообще был ошеломлен, у них была паника, они бежали, они даже не могли обороняться. А потом, когда уже не было, как говорится, не знаю почему, в связи с чем, второго эшелона и дальше подмоги почему-то, а было много людей, был резерв, почему они не пошли, только раненых помогли вытащить. И то не всех мы смогли.
Как вспоминает Батал Габелия, первыми в бой пошли самые молодые. Как он рассказывает, командир предупреждал, что будут раненые. Так и вышло. В первую же вылазку пострадало много бойцов. Всем было от 17 до 20. Основной костяк молодых ребят был. Мне самому было 21, я был после советской армии, хотя бы, а были и моложе ребята. Ачба Славик, был молодой парень, погиб в районе Ачадары. Даур Сарсаня, наш гранатометчик, он такое ранение первое прям поймал, что уже несовместимо с жизнью было, он погиб. Отступление тоже далось нелегко. Многие погибли как раз на обратном пути. Уже возвращаясь, когда мы уже не могли дальше идти, управлять мы не могли. Наша группа тоже распалась. Почему? Потому что не было взаимодействия, о чем я говорю, и управлять не могли, связи не было. Тогда мы вынуждены были вернуться прямо у ворот 8-го полка, так называемого. Мы решили, с Мандаринника выходим, заходим в этот дом. Мы зашли на первый этаж, недостроенный дом стоял. А оказывается, на втором этаже сидели грузины. Мы зашли на первый этаж. А весь этот так называемый 8-й полк, наш бывший, там база была грузинская. И они начали нас окружать и предлагать сдаваться. Ну, естественно, мы не сдавались. Там была перестрелка, там погиб наш командир батальона Фридон Авицба, комиссар батальона Алик Нанба. Ну, я как-то остался в живых. Как говорят ветераны, мартовское наступление научило их воевать. После него сменилась и тактика, и стратегия. Принцип формирования боевых групп тоже стал другим. Было принято решение об укрупнении соединений, чтобы было легче под одним командованием. Мартовское наступление еще разрозненные штурмовые группы были созданы. Показало, что это неэффективно. Когда под общим командованием, когда управление было, когда подвоз боеприпасов, вывоз раненых и так далее, когда это уже мы воевали по-настоящему после этого. 4 раза за военный год абхазская армия форсировала Гумисту с целью освобождения столицы. К дому путь был один – по воде. Ноябрьская наступательная операция форсировали уже в Шроме, потом мартовская, потом июньская, потом сентябрьская. 4 раза мы широкомасштабно, так говорят, мы пробовали, грызли, наконец догрызли, освободили свою землю. Николай Джонуа эти страшные мартовские дни описал в своем стихотворении. «Я дважды крещеный. Один раз в купели, когда надо мною ангелы пели, и амин над голым младенцем басила. Улыбки сверкали, и солнце светило. Второй раз крестился я в ночи кромешной, в капелью бурлящей была Гумиста». Марьяна Котова, Раму Камке, Абаза ТВ.